В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую в мире волну. Это радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Как всегда, в нашем эфире актуальные события и самые интересные новости. Вы можете слушать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Заходите на наш сайт, смотрите, читайте, слушайте наши новости. Ну и звоните в наши эфиры по номерам телефона 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатный для жителей Крыма. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905. Сегодня будем говорить о том, почему за комментарий в соцсети украинца из Севастополя Игоря Мовенко приговорили к уголовной ответственности. Можно ли говорить об избирательном правосудии в аннексированном Крыму, что происходит с Владимиром Балухом, который продолжает голодовку, и как помочь украинцам на полуострове. Все эти... Рассказывает, не может прийти в себя из-за решения подконтрольного Кремлю Гагаринского районного суда города. Тот приговорил ее мужа Игоря Мовенко к 2 годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным якобы в публичных экстремистских призывах. Речь идет о серии комментариев Игоря Мовенко в группе «Крым-Украина» в социальной сети ВКонтакте летом 2016-го. В суде уточнили, севастополец якобы призывал к убийству представителей так называемой крымской самообороны и членов российских политических партий. Сам Мовенко обвинение отрицает. После одного из заседаний в январе этого года он рассказывал, в объективности судебного процесса сомневается и заявлял, скорее всего, все закончится условным сроком. Заседание прошло достаточно спокойно. Свидетели выступали согласно тем материалам, которые они сами же публиковали. 2 студента, которых я первый раз вообще видел на заседании, которые якобы видели мои комментарии в соцсети. Севастополец не впервые сталкивается с проблемами из-за своей гражданской позиции. Валентина Мовенко утверждает, в сентябре 2016-го сотрудник полиции избил ее мужа возле одного из торговых центров Севастополя. Поводом для агрессии послужила наклейка с символикой добровольческого подразделения «Азов» на велосипеде Мовенко. Вот кто избил моего мужа? Да прохожий шел, так он прохожий был. Он представился милиционером и избил меня. Я сказал, какие один шел, ну чего? Не помнишь, что ли? 4 мая после решения Гагаринского районного суда Севастополя Игоря Мовенко заключили под стражу. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Крым в центре внимания. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о украинцах, политически мотивированных делах в Крыму. И напомню, что российский суд в Севастополе 4 мая приговорил активиста из Севастополя Игоря Мовенко 2 годам заключения. Сначала шла информация, что будет он находиться в колонии поселений. Однако оказалось, что все же Игорь Мовенко окажется в колонии общего режима за пост в социальной сети ВКонтакте. Я напомню, что это статья 280 Уголовного кодекса России, публичные призывы к экстремизму. И саму эту статью изменили сразу после референдума. Таким образом, выходит, что любое упоминание о том, что Крым — это оккупированная территория Украины, теперь в России считается экстремистскими высказываниями, и за это грозит до 5 лет лишения свободы. Перед эфиром мы поговорили с адвокатом Игоря Мовенко, Оксаной Железняк, о том, как проходило заседание суда. У нас 4 мая 2018 года состоялось оглашение приговора обвинительного в Гагаринском районном суде города Севастополя, согласно которому Мовенко было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с реальным отбытием наказания. О условном наказании речь, к сожалению, не шла, поскольку суд счел, что исправление Мовенко возможно только с изоляцией от общества, только с реальным отбытием наказания. Положение статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое говорит об условном осуждении, суд не посчитал необходимым
законы применять, поскольку наличие смягчающих наказаний обстоятельств, отсутствие отягчающих наказаний обстоятельств, исключительная характеристика личности Мовенко, к сожалению, для суда не стала убедительным для того, чтобы признать эти обстоятельства исключительными и прийти к выводу о возможности назначения условного осуждения. Весь процесс длился с декабря 2017 года, и только вот 4 мая 2018 года был установлен приговор. При этом у нас было 10 процессов, 10 судебных заседаний, в ходе которых и было рассмотрено данное уголовное дело. Я полагаю, что тот приговор, который нами будет обжаловаться, безусловно, является несоразмерно суровым, несоразмерно с тем преступлением, которое инкриминировалось моим подзащитным, поскольку, на мой взгляд, нельзя сажать человека просто за какой-то комментарий в соцсети, какого бы содержания он ни был. Практика в Российской Федерации складывается так, что, безусловно, первый раз это назначаются условные сроки. Статья данная предусматривает альтернативные наказания. Это и обязательная работа на срок от 480 часов, и в то же время и реальное лишение свободы. Но нужно учесть, что действительно Игорь Мовенко обвинялся в совершении преступления средней тяжести впервые. Он никогда до этого ранее не был судим, к уголовной ответственности он не привлекался. По месту работы, по месту жительства он характеризуется исключительно положительно. Он является образцовым семьянином, единственным кормильцем в своей семье. На его иждивении находится супруга, ребенок, школьница, девочка, которая отличница, и с моей точки зрения это уже характеризует Мовенко как достойного гражданина. В то же время хочу обратить внимание, что отягчающих обстоятельств наказания по делу установлено не было. То есть, в принципе, Мовенко мог быть осужден к условному сроку, но в то же время почему-то суд посчитал, что его исправление невозможно без реальной изоляции от общества. Конечно, я считаю, что это суровый приговор, поскольку целями наказания являются, во-первых, предотвращение совершения лицом новых преступлений и в то же время понесение наказания совершенно преступления. Но данное преступление не является настолько серьезным, и хочется сказать, что и доказательственная база конкретно по этому уголовному делу была очень слабой, очень. Та экспертиза, которая является основным доказательством по уголовному делу, была проведена врачом, а не лингвистом, по сути, потому что назвать его лингвистом невозможно. По сути, у него высшее образование медика, и к лингвистическим экспертизам он имеет посредственное отношение, поскольку этот эксперт был просто некомпетентен. Он, по сути, вышел за пределы своих полномочий, в своей экспертизе давал правовую оценку, а не экспертную. И его экспертиза была поставлена нами под сомнение в ходе судебного следствия. Поэтому нами было проведено заключение специалиста в форме рецензирования, которым было поставлено под сомнение заключение данного эксперта, и в то же время без наличия соответствующей правильной экспертизы, проведенной в соответствии с методиками, невозможно понять, были ли там призывы к осуществлению экстремистской деятельности или же не было их, поскольку именно эксперт-лингвист может установить наличие либо отсутствие призыва в том или ином изречении, в том или ином комментарии. Поэтому я полагаю, что данный приговор является незаконным еще и с точки зрения не только несправедливости и суровости, но еще и с точки зрения несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. Кроме того, мы спросили у адвоката Игоря Мовенко, Оксаны Железняк, были ли нарушения в работе суда в вопросе изменения меры пресечения на реальный срок. На самом деле суд вынес приговор 4 апреля. По приговору суда суд может изменить меру пресечения к подписке на реальное отбытие, то есть на заключение под стражей, на содержание под стражей. То есть, по сути, суд уже не просто изменил меру пресечения, а заключил Мовенко под стражу для отбытия наказания. Но в приговоре это прописывается, что изменить меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, взяв Мовенко под стражу в зале суда. То есть суд вправе по приговору суда изменять меру пресечения. Уголовное процессуальное законодательство предусматривает такое. Это была адвокат Игоря Мовенко Оксана Железняк, которая рассказала о том, как проходил заседание суда и почему Игорь Мовенко вместо условного срока получил 2 года колонии поселения. Мы говорим сегодня об украинцах, дела которых политически мотивированы и рассматриваются в Крыму. И Владимира Бауха будем сегодня обсуждать. Он, напомню, 52-й день голодает с 19 марта. Обсуждаем Игоря Мовенко, которого осудили, как мы сказали, к 2 годам заключения в колонии общего режима. В эфире радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. А с нами на связи Мирослав Маринович, общественный деятель, философ, правозащитник и диссидент. Доброе утро, Мирослав Франкович.
Доброго ранку. В советское времена публичность была одним из инструментов борьбы, и, собственно, именно к публичности призывали и Балух, и Мовенко, и вот именно, получается, Мовенко сейчас за эту публичность и пострадал. Какие, на ваш взгляд, инструменты борьбы могут быть вот в это время в Крыму? Ну, передусім гідність людська, передусім збереження людської гідності, тому що головний елемент оцього впливу на людину – це зламати її, звести її до тваринного рівня і перетворити на інструмент знущань. Так, зрозуміло, що від знущання уникнути не можна, але от зберегти власну гідність і сказати собі, що ні, вони мене не сміють принизити, вони не зможуть, їм не вдасться мене принизити. Оце дуже важливо. Я пригадую собі, цей екран людина повинна довкола себе зробити, бо інакше дуже важко буде. Так що це передусім. Крім того, ну, вибачте, може це не популярне буде в сьогоднішньому світі, але для мене це дуже важливо було у свій час розуміти, що я не один. Розуміти, що передусім зі мною Бог, а по-друге, розуміти, що мене підтримують і люблять мої рідні, мої друзі. Оце система опори людини в той час. А каким образом можно помочь крымчанам, да, дела которых политически мотивированы? Что могут сделать украинцы сейчас для них? Розголос. Дуже важливо розуміти, що ти не забутий і не лежиш під плотом, нікому не потрібний. Надзвичайно важливий розголос у всьому світі. Надзвичайно важливо писати листи, навіть розуміючи, що вони можуть не доходити, але все одно писати. Тоді влада розуміє, що ця людина під контролем, що за нею стежать. І це допомагає все-таки не довести ситуацію до знищення. Непростая атмосфера, да, как мы неоднократно говорили в нашем эфире сейчас в Крыму. И вот для крымчан вы можете что-то посоветовать? Как им вести себя сейчас в этой атмосфере, да, с непонятным правовым статусом, каким образом не терять, как вы говорите, да, достоинство, но при этом оставаться в правовом поле? Можно дать какие-то советы, на ваш взгляд? Я не знаю, як щодо правового поля, тому що Росія спеціально створює такі умови, щоб змусити людину перейти в правове поле Росії. Тому я не буду суддею тим людям, які йдуть на компроміси у цьому плані, тому що я усвідомлюю, наскільки нелегко їм зараз, наскільки підступною є та сила, яка з ними працює, і тому я людину зрозумію за її компроміси, але є компроміси і є компроміси. Можна йти на компроміс з якимись особливостями російської правової системи, але не можна йти на компроміс з совістю. Це є досвід усіх тих людей, які були зі мною у таборах. Частина, хтось з них і загинув. Так, без сумніву, це є непроста забава. Але разом з тим ніхто, хто на моїх очах помирав, не сказав, що він жаліє за обраний шлях. Гідність людини і чисте сумління – це велике багатство. Мирослав Франкович, а что вас при нахождении в лагере поддерживало? Была ли надежда у вас, что строй коммунистический рухнет, и вы увидите другую жизнь? Вот что, возможно, ваш опыт поможет нашим українцям в Криму? Так, я, знаєте, не можу сказати, що я все знав, що буде в майбутньому. Я ж не був пророк, але
При цьому я дуже чітко розумів і вірив у те, що все те, що збудоване на брехні, воно западеться. От так само сьогодні я дивлюся на оцього пихатого Путіна, який вважає, що він надзвичайно успішний політик. Так от, я розумію, що все те, що він будує, воно все розсипеться. Єдине для людей у Криму, простих людей, треба зберегти себе, але не лише у плані фізичного виживання. От люди дуже часто плутають оце лише фізичне виживання, мені вижити будь-якою ціною. І йдуть на компроміси ціною своєї власної совісті. Оце є помилка. Спасибо большое. С нами на связи был Мирослав Маринович, общественный деятель, философ, правозащитник, диссидент. В эфире радио «Крым Реалии». Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Смотрите наш сайт, слушайте наши эфиры, набирайте номера телефонов 8 810 06 926, если вы в Крыму, номер бесплатный, 044 490 2905 для жителей других частей Украины. Этот номер по тарифам вашего оператора. Сегодня говорим о делах политически мотивированных, о преследовании украинцев в Крыму. И с нами на связи гендиректор украинского госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство», организатор крымских акций в поддержку Украины Андрей Щекун. Доброе утро, Андрей. Доброго ранку. Владимир Балух, голодает уже с 19 марта, 52-й день проходит голодовка. Известно что-либо сейчас о его состоянии? Держится ли он, поскольку последняя информация была о значительном ухудшении его здоровья? На сьогоднішній день інформацію ми отримуємо з будь-яких публічних інформаційних запитів, які є в соціальних мережах, і з вуст архієпископа Клімента, владики Клімента. Тобто він є сьогодні його громадським захисником. На жаль, його двічі вже не допустили до Володимира Балуха, відмовили у зустрічі, тому тільки ми можемо здогадуватися про його стан, коли він зв'язується з адвокатом Ольгою Дінзе, і фактично стан погіршується, наскільки мені відомо. А чому не допустили к Балуху Клімента? Незрозумілі обставини, які начальник СІЗО чомусь розпорядився, хоча рішення суду є офіційно визнати, що громадським захисником є архієпископ Клімент. Тобто це якась позиція самого начальника СІЗО. То есть информации пока о том, что Владимир Балух может прекратить голодовку, не поступало, да? Ні, є публічна інформація, до якої звернувся і Володимир Балух, після того, як російські засоби масової інформації дезінформували суспільство, що він призупинив голодування, то він офіційно голодує на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, це вже 48-й день. Приговор и голодовка Владимира Балуха, и приговор Игоря Мавенко, поскольку условный срок ему неожиданно заменили на 2 года заключения, и не в колонию поселения, как сообщалось раньше, а в колонию общего режима, то есть несоразмерный, по словам Оксаны Железняк, адвоката Мавенко, приговор. Расцениваете ли вы как давление за украинскую позицию в Крыму? Це, по-перше, зрозуміло, що це основна причина. Тут є знищення будь-якого проукраїнських поглядів, будь-якого українських прояву. Це стосується всіх людей, громадян України, які більш-менш висловлюють свою позицію і відношення до російського окупанта. Тому, звісно, це політичне замовлення. Звісно, що це Російська Федерація показує і демонструє таким способом залякування інших, щоб такі прояви більше не відбувалися в Автономній Республіці Крим. І під час будь-яких там заходів, будь-яких висловлювань в соціальних мережах. Тобто це фактично попередження
окупантами для всіх кримчан, щоб вони тихо сиділи, щоб вони не мали права на свої думки і погляди. То есть это реальные сроки за патриотизм получили эти люди, и Владимир Балух, и, да, и Сенцов, и Кольченко, и Умеров, и вот теперь Мовенко. Це нереальні сроки, це фактично політичне переслідування, бо нема там справедливого суду, щоб ми говорили, що це реальні сроки чи нереальні. Тобто там є несправедливий суд, диктаторський суд, і більш питання він антизаконний в рамках законодавства України. Тобто на тій тимчасово окупованій території практично цей російський суд він є антизаконний, тим більше з будь-якого міжнародного права. Тому будь-яке рішення судових виконавців, суддів Російської Федерації, які відбуваються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, є безпідставними і незаконними. Как вы неоднократно говорили уже в эфире, да, что Кремль подчиняет крымчан, берет под контроль их мысли, насаждая свою картину мира. Как вы считаете, каким-то образом можно противодействовать крымчанам происходящим? Ну, на сьогоднішній день багато проявів протидії проти фактичного посилення таких жорстоких мір проти тих, хто мислить вільно мислить, тобто за Україну, проявів дуже багато. Але не можна про всі говорити на сьогоднішній день, тому що це фактично небезпека для тих людей, які ці прояви роблять, демонструють. І єдині такі випадки, які, наприклад, це позиція особливо Володимира Балуха, це наочно демонструє, що людина пішла на самопожертву, так? І це людям вирішувати, тим кримчанам, які не побояться піти з системою боротися і робити якісь публічні заяви щодо окупантів, щодо агресора, щодо Путіна. Тобто це позиція кожного людини, яка вирішить свою долю в своїх руках. Каким образом можем помочь украинцам в Крыму сейчас? Ну, по-перше, не замовчувати будь-яку інформацію, яка звідси поступає. По-друге, всім засобам масової інформації, будь-яким, чи то центральним, чи то локальним, чи районним, збільшувати інформаційний контент у своїх друкованих, чи телевізійних, чи радіопрограмах. І фактично це вже є допомога тим кримчанам, що вони будуть чути з материкової України, що про них не забули. Це буде підживлювати їх віру, надію на пришвидшення повернення Криму до України. Помогут ли письма, которые призывают писать политическим узникам? Ну, звісно, якщо людина, коли отримує ці листи, і вона не відкидає їх, то звісно, що треба писати і підтримувати. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был гендиректор украинского госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по номерам телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, 044 490 29 05. Этот номер для других частей Украины. И пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. – 8 травня – День пам'яті та примирення.
Новости. В эфире Радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. 8-9 мая полиция Украины будет дежурить в усиленном режиме. Конгресс США усилит санкции против России. В Керчи прокуратура закрыла детский развлекательный центр. Сейчас подробнее. На 8-9 мая полицейские в большинстве регионов страны перейдут на усиленный вариант несения службы. Об этом заявил глава национальной полиции Украины Сергей Князев. Сегодня с 9 часов на одном из полигонов Нацгвардии силовики проводили часть практических учений с полицейскими Киева и Киевского региона для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие людей в памятные дни мая и не допустить или мгновенно локализовать все возможные провокации, сказал Князев. По его словам, напряжение оперативной обстановки ожидается в Киеве, а также Запорожской и Днепропетровской областях. Американский Конгресс намерен применять санкции против России для того, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию против суверенных стран. Об этом заявил, отвечая на вопрос обкора Укринформа, американский сенатор-демократ Бен Кардин. «Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США, суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна. Если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет», отметил американский сенатор. В Сирии разбился российский боевой вертолет К-52. Оба пилота погибли, сообщили в Минобороны России. Катастрофа произошла во время планового полета над восточными районами Арабской Республики. Тела летчиков найдены и доставлены на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Несколько дней назад Россия потеряла в Сирии самолет Су-30 и обоих пилотов. В Керчи прокуратура закрыла детский игровой клуб «Бибабо». Поводом для заявления стало то, что в центре нашли нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда. Этот клуб расположен на втором этаже нежилого помещения по адресу улицы Горького, дом 2Ж. Ранее сотрудники МЧС также нашли нарушение пожарной безопасности в супермаркете Керчи. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, плюс 20-22, пройдут дожди. В районе Чонгара и Новоалексеевки ожидается плюс 19, осадки. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Заходите на наш сайт, оставляйте свои вопросы под наши видеотрансляции. Кроме того, вы можете адресовать их лично в нашем эфире экспертам, с которыми мы связываемся. Набирайте номер телефона 8 810 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины. И помните о том, что нам важно ваше мнение. Тема дня. Сегодня будем говорить о задержании украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, который 4 мая российские пограничники задержали западнее мыса Тарханкут в аннексированном России в Крыму. В составе экипажа 5 человек, об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму, и в российском ведомстве утверждали, что в ходе проверочных мероприятий были обнаружены и изъяты незаконные орудия лова несколько километров сети. В свою очередь в Госпогранслужбе Украины отметили, что задержанное судно имело все необходимые документы и к тому же рыбаки ловили рыбу на украинской территории. Между тем, депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет в комментарии информагентству РИА Новости высказал предположение, что возможно обменять экипаж украинского судна на членов Керченского Сейнера Норд. Ранее украинские пограничники задержали это судно под флагом России в акватории Азовского моря. Было бы правильно, сказал Шеремет, если бы наши
наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж, отметил Шеремет. В свою очередь, прокуратура Автономной Республики Крым уже возбудила уголовное производство по факту незаконного лишения свободы украинского судна. Об этом радио Крым Реалии сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик. Итак, возможен ли обмен и какова судьба задержанного экипажа, поговорим сегодня в нашем эфире. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии говорим о задержании украинского рыболовецкого судна ЕМК. Перед эфиром мы попытались связаться с защитниками и родственниками задержанных рыболовов, однако на время следствия переговорных процессов они от комментариев воздерживаются. Мы будем следить за этими событиями и сообщим вам последние новости. Но пока с нами на связи Александр Громовой, директор частного рыболовного предприятия в Очакове. Доброе утро, Александр Михайлович. Доброго ранку. Можете рассказать, что известно об этом судне, да, ЕМК 0041, чем занималась и как работала, были ли, если вы знаете, разрешительные документы у командира екіпажу? Так, звісно, я знаю, майже все знаю. Це судно приписано до порту Очаків. Власником є місцева жителька Іванова Марина, орендатором миколаївський підприємець Поліщук Василь Васильович. Це підприємець має всі необхідні дозвільні документи для того, щоб здійснювати промисел калкана і інших видів риб у Чорному морі та Дніпровсько-Бузькому лимані. Судно працює на абсолютно законних засадах, тому претензій з боку держави у цьому моменті не може бути. Майже всіх рибаків я знаю особисто. Вони здійснили промисел в північно-західній частині Чорного моря. Вони порушили деякі законодавчі акти України, це саме адміністративний кодекс, стаття 204.1, порушення державного кордону. Ну, це адміністративне правопорушення, це не кримінальний злочин. Вот. Ну, то есть подобные за нарушение, да, судно уже задерживалось, нарушение границ. Правильно ли мы вас поняли? Ну, я не можу сказати, воно затримувалося чи не затримувалося. З цієї статті, наскільки я знаю, ні, не затримувалось. Затримувалось, можливо, там по іншим якимось причинам, але по цієї статті порушення державного кордону не затримувалось. Вони взагалі працювали на Одеській банці, на траверзі, Затоки, Іллічовська, Чорноморська нова назва. Десь вони порушили державний кордон і зайшли за межі 12 морських миль, і працювали в економічній зоні України, але вони ніяким чином не могли опинитися біля Криму. Навіть по часу, щоб дойти туди до Торохканкута, їм такого часу просто не було достатньо. Вони вийшли о 19 вечора, 19:30 вечора в четвер, а в п'ятницю вже в обід передали, що їх затримали десь під Торохканкутом. Такого просто взагалі не може бути. Скоріше за все, вони просто порушили закон, вийшли за межі державного кордону і працювали в економічній зоні України. Росіяни їх, може їх, не їх, когось там уже чекали, і скориставшись цим порушенням, просто захопили їх, відбуксирували туди, куди потрібно, і там вже вели зйомку. До речі, я дивився відео їх вивантажування з катеру морської охорони. Геть не прикордонники їх виводила, а видно, що це спецпідрозділ ФСБ по одягу, по обмундируванню. Це говорить про те, що це була акція запланована. Вони чекали десь там, що хтось це судно, чи і може інше судно порушує державний кордон України. Вони цим скористалися і зробили те, що зробили.
Ну, то есть вы предполагаете, что за пределы 12 миль судно вышло, да? А могло это произойти ошибочно? Скоріше за все, вони просто, капітан порушив закон навмисно. Де риба, туди і рибалки йдуть. Але акцентую вашу увагу, це не кримінальний злочин, це правопорушення. Правопорушення, сплошну лінію, суцільну лінію на дорозі перетинаєш, це теж порушення адміністративне. І я вважаю так, що це громадяни України, навіть якщо вони порушили, вони повинні бути державою звільнені Росією, повернуті в Україну і тут на місці відповідати по українським законам, іначе не може бути. Але ми всі прекрасно розуміємо, добре розуміємо, що це не просто так вони там чекали, когось всіх чи може інших. Да? Є інформація, всі знають, що українські прикордонники затримали кримське судно, російське виходить судно Норд на Азовському морю, і це потрібно було очікувати, що буде якась, як то кажуть, відповідь. Да. Я вважаю, що можливо це не остання ще відповідь з боку росіян, вони такі речі не пробачають. Тож вчора була нарада на відділі прикордонної служби Очаків, і я, як один з спікерів виступаючи, просив рибалок, моряків наших очаковських утриматися від яких-то ризикованих дій, бо можуть стати, опять же, жертвами провокації з боку Російської Федерації. А які іменно провокації? Провокації, ну ви бачите, вони захопили судно, вони інкримінують порушення законів Російської Федерації, хоча згідно з міжнародного законодавства, це навіть той Тараханкут, мис Тараханкут, якщо гіпотетично уявити собі, що вони якимось чином там були, це економічна зона України, а не Російської Федерації. Тому, власне, і очікуємо провокації. Йде війна з Російською Федерацією, захоплення цього ж російського судна українськими прикордонниками, арешт, утримання під вартою російських моряків. Тому тут саме собою... Александр Михайлович, вы сказали, что знаете членов экипажа, общаетесь ли вы с семьей, есть ли какие-то новости, удалось ли им связаться с родными и близкими и с защитниками с украинской стороны? Так, ми спілкуємось з сім'ями, ми знаємо разом, ми живемо в маленькому місті, поруч працюємо. Поки що ніяких новин з боку будь-яких державних органів або з Російської Федерації, або від самих хлопців заарештованих немає. Сім'ї перебувають в очікуванні. Сім'ї звернулися до всіх органів державної влади, починаючи від адміністрації президента Верховної Ради і закінчуючи незалежно профспілкою моряків України, повноважний президента України по Автономної Республіки Крим, чекають на ефективні дії від держави, від Міністерства закордонних справ. Поки що ми можемо сказати, що підтримку таку моральну, психологічну надаємо сім'ям заарештованих наших рибалок. Якщо буде потреба, то будемо, можливо, приймати якісь інші дії, там, наприклад, збір коштів для надання допомоги, там, юридичної, ще якісь, можливо, там дії. Поки що вот на таком этапе. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, что Александр Громовой, директор частного рыболовного предприятия в Очакове, был на связи с нашей студией. Говорим сегодня о задержании украинском рыболовецком судне, да, ЕМК-41 западнее мыса Тарханкут, которое произошло 4 мая. С нами на связи постоянный представитель президента Украины в Крыму, юрист-международник Борис Бабин. Доброе утро. Скажите, что может ожидать экипаж сейчас? Административная ответственность? Могут ли их отпустить после наложения штрафа? Ну, давайте все ж таки не будемо гадати, що буде робити окупаційна влада, бо у нас, на жаль, часто наші ЗМІ і наше суспільство просто транслюють те, що заявляє ТАСС. Бо ця справа на сьогодні існує насамперед в заявах засобів російської та окупаційної масової інформації.
Ми дуже плідно моніторимо справжню ситуацію в цій справі. Я всіх закликаю поки дотримуватися певного режиму тиші насправді, бо тут чим більше буде увага до цих питань, тим можливо важче буде реально допомогти українським громадянам. Але декілька тез вже можна казати. По-перше, представництво президента дуже плідно моніторить цю ситуацію. Усі її складові, усі форми і питання захисту прав людини, і допомоги, і притягнення до відповідальності окремих посадових осіб, через яких склалася відповідна ситуація. По-друге, ми би категорично не проводили паралелі з затриманням іншого українського судна, а саме НОРД. Але саме на цьому прикладі можна побачити різницю у роботі окупаційних каральних структур і українських правоохоронних органів. На жаль, можна констатувати, що часто каральні структури суто, скажімо так, з точки зору управління працюють ефективніше, на жаль. Також можна констатувати, що ми будемо очікувати не просто заяв, а можливо відповідних дій з боку уповноважених органів України, не лише правоохоронних, але й на міжнародній арені. Бо відповідні порушення норм міжнародного морського права, вони доволі очевидні. І тут ми не можемо просто обмежитися якимись гучними заявами. Ми вже відповідні рекомендації повноважним структурам надали. Щодо роботи, дійсно, я знаю, що дуже плідно підключилися наші патріотичні морські профспілки, такі є. І вони в цій справі будуть, я думаю, дуже активно працювати. Я знаю, що вони там шукають зараз захисників якісних. І тут, я думаю, що перші такі коментарі за суттю справи ми будемо мати вже після того, як будуть проведені оці певні незаконні дії з нашими громадянами. Бо поки що все знаходиться на підвищеному етапі. Ми розуміємо, що росіяни доволі якісно тут працюють саме у режимі тиші, бо фактично та інформація, яку ми сьогодні маємо про стан наших громадян, мы навіть ее оприлюднювати пока не можем, на жаль. И при этом в российских СМИ уже звучит информация, что в отношениях Москвы и Киева разгорается новый конфликт, грозящий открытым противостоянием в Азовском и Черном морях. Считаете ли вы этот сценарий возможным? Знаєте, це, на жаль, єдиний можливий сценарій в ситуації окупації Криму. Це було очевидно з 2014 року, що так рано чи пізно станеться. Бо ситуація, коли певний період окремі структури заплющували очі на фактичний конфлікт на морі, вона не може тривати вічно, на жаль. Хочемо ми того, не хочемо, логіка подій, вона призводить до того, що ескалація неминуча. Тут можна лише це констатувати. І це не перші прояви, насправді, відповідних дій, бо рік тому була подібна активність росіян, були декілька спроб вплинути на рибальство на басейні Чорного моря. Це було пов'язано з тим, що Україна почала провадження в Газі, в арбітражі з питань захоплення росіянами морських просторів. Той самий судно «Аметист», наприклад, яке за твердженням росіян викрало сьогодні, в 4 травня українських рибалок, воно рік тому так само незаконно затримувало українське рибальське судно. І є відповідні судові процеси. До речі, сьогодні буде судове засідання цього питання в Білозерському районному суді Херсонської області. Тому тут можна казати, що ця система, вона вже фактично складається, і ми маємо низку невідкладних завдань, що ми маємо робити. Вони передбачені, до речі, планом нашим, який розробляє представництво президента протидії російської агресії. Перший шаг которого буде какой? Інституційної спроможності. Посилення інституційної... Алло. Да, напомню, что с нами на связи постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Вы сказали о плане действий, разработанном и уже известном. Какой первый шаг в этом плане действий? Посилення інституційної спроможності морської охорони та військово-морських сил України. Бо поки ми сидимо на березі і пишемо папірці, і робимо якісь гучні заяви, це все добре, але це мало впливає на реальну ситуацію. Лише посилення реальної спроможності української зброї на Чорному та Азовському морі може змінити ситуацію. Наприклад, сьогодні фактично ми маємо, що росіяни посилюють таку власну інституційну спроможність на Азовському морі. Це дозволить їм фактично охороняти власних рибалок чи рибалок з окупованого Криму силою зброї. На жаль, в цій ситуації ми мусимо робити те саме. Силы оружия защищать своих
да? Вони вже так роблять, так. Депутат Госдумы от России Михаил Шеремет, России от Крыма Михаил Шеремет заявил, что можно обменять членов экипажа керченского Сенера Норд на моряков, да, ЕМК 0041. Считаете ли вы такой сценарий вообще возможным? Я не хотів би публічно обговорювати такі речі, але просто подивитися на різницю ситуації. У нас через таке, знаєте, певною мірою, на жаль, я не знаю, як навіть правильне слово подобрати, давайте миротворче. Через миротворчу позицію органів, які координують наших правоохоронників з Криму, ми маємо сьогодні, що серед екіпажу Норд фактично провадження є проти одної особи, це капітан. Решта екіпажу, ніяких підозр ніхто не пред'являв, вони громадяни України. Єдина їх проблема в тому, що вони не мають на сьогодні законних документів. І тут, вибачте, це доволі буде в будь-якому випадку інша ситуація. Саме судно також, я так розумію, великої цінності для росіян не представляє. Та і Норд, і відповідне судно. Є політичний вимір, є юридичний вимір. Але в цій ситуації я би все ж таки не йшов на поводу росіян і замість якихось незрозумілих обмінів все ж таки йшов в міжнародні механізми, бо є маленька відмінність нашої ситуації, бо ми праві, а росіяни є агресорами та окупантами. Якщо ми підемо на подібні обміни, ми фактично визнаємо рівність наших позицій, а це неприпустимо. В цій ситуації, відповідно, є міжнародні механізми захисту, і ми маємо вжити усіх можливих заходів. Спасибо большое. Постоянный представитель президента Украины в Крыму, юрист-международник Борис Бабин был на связи с нашей студией. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим о задержании рыболовецком судне ЕМК 0041, задержанном 4 мая у Тарханкута. С нами на связи помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Доброе утро, Олег. Доброго ранку. Все же, задерживалось ли это судно за нарушение ранее, да, границ, поскольку вот нам сегодня в эфире рассказали один из активистов и представителей рыболовецких компаний в Очакове, что не было подобных задержаний, да, и пересекало ли все же границу Украины это судно? Попередніх затримань не було, принаймні нам це невідомо, нам би, звісно, це було би відомо, але тут я краєм вуха чув закінчення коментаря попереднього вашого співрозмовника. Справа в тому, я так розумію, що йде порівняння ситуації з Нордом і ситуації с Баркасом. Да, поскольку депутат Госдумы заявил уже, это активная информация в российском медиаполе распространяется, о возможности обмена членов Норда на членов ЕМК 0041 екіпажу. Це, по-перше, повний абсурд. Чому? Тому що і ті є громадянами України, і ті є громадянами України. Тому цей обмін є неможливим по суті, це перше. По-друге, членів Баркасу, якого затримали 4 квітня росіяни, нібито за браконьєрську діяльність, знову ж таки, вони затримали їх в водах, які є українськими. Інша справа, що Крим є незаконно анексований Російською Федерацією. Тобто це знову ж таки з української точки зору, з української правової позиції, говорити про те, що взагалі це затримання є законним, немає жодних підстав. Це по-друге. А по-третє, навіть умовно кажучи, Росія, допустимо, розглядає це як браконьєрську діяльність і вважає, що вони там незаконно перебували нібито в внутрішніх водах Російської Федерації, то знову ж таки за це у них передбачено адмінвідповідальність, тобто сплату штрафу, але не жодним чином утримання під вартою або якісь більш жорсткі санкції. Звісно, вони зараз будуть намагатися натягнути там і кримінальну відповідальність, і пришити тероризм, можливо, контрабанду зброї і все, що завгодно. Тобто про якісь там правові підстави цих всіх звинувачень, звісно, не буде йти й мови, але для того, щоб формально створити картинку того, що це не просто порушники, а якісь там, можливо, навіть диверсанти, то, звісно, вони це будуть робити. Але, знову ж таки, повторюся, і з чого почав, саме питання затримання, воно якби навіть не обговорюється з української точки зору, тому що це українські води, це український Крим, який анексований Росією.
Це по-перше. А по-друге, і члени цього баркасу, член суднокоманди і член суднокоманди «Норд» – це громадяни України. Тому, знову ж таки, тут ми впираємося в тупік і ніякий обмін тут неможливий. При том, что мы знаем, как развивается обычно задержанными уже, да, ситуация в Крыму, рассчитывать ли возможно на то, что вот после оплаты штрафов моряков отпустят и они смогут вернуться? Ну, це логічно, по-перше, і по-друге, ну, звісно, з точки зору України це не лежить в жодному правовому полі, але з точки зору Росії це правове рішення, тому що за це передбачена адміністративна відповідальність. Відбувся суд, їх оштрафували, відпустили, все, крапка. Але як буде діяти в цій ситуації Російська Федерація, спрогнозувати важко, тому що можливо, що вони зараз будуть шукати підстави, створювати їх штучно, для того, щоб продовжити термін утримування наших моряків під вартою, чи принаймні не відпускати на материкову Україну. Спасибо большое. С нами на связи был помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире радио «Крым Реалии». Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». С нами на связи сотрудник Государственной экологической инспекции Украины Василий Коротецкий. Доброе утро. Добрый ранок. С точки зрения международного права, территориальные воды возле Крыма являются, естественно, частью Украины, однако в связи с аннексией ситуация фактически, да, изменилась. И вот как сегодня поделено Черное море, каким образом, что является нарушением, преодоление какого пространства является нарушением с точки зрения права? Ну, можна сказати, що де юре вся північно-західна частина Чорного моря – це, звичайно, Україна. І це історично вже так сложилося. І всі рибалки, які перебувають і в Криму, і на території континентальної України, вони вважають це традиційними районами промисла свої. Там, звичайно, є певні райони, де обмежене рибальство. Також традиційно вже такі райони – це Каркінівська затока, зокрема. Але росіяни де-факто провели таку лінію, знаєте, вона майже пополам поділяє фактично північно-західну частину, і якщо наші українські судна наближаються до цієї території, вони одразу ж застосовують силові методи для того, щоб відпугнути щонайменше, а щонайбільше створити якісь провокації. Це відбувається постійно. На жаль, такі реалії у нас сьогодні. Що стосується безпосередньо лову камбали калкан, то це, звичайно, наші ресурси українські. І камбала калкан, вона не реститься саме в північно-західній частині Чорного моря. Є, звичайно, певна заборона на лов, вона якраз триває на початку травня, коли камбала безпосередньо викидає ікру, і в цей період ловити її заборонено. Можливо, цим скористалися російські спецслужби для того, щоб захопити наше судно і наш екіпаж. Але це більше політичне питання, оскільки був заарештований, ми знаємо, судно «Норд» в Азовському морі, і Росія таким чином вирішила просто відповісти Україні подібним шагом. Але це ні до чого хорошого не призведе. Все одно, я думаю, правда буде на нашому боці, і все одно, скажімо так, справедливость восторжествует. А как сейчас работают рыбаки? Вот где этот предел внутренних территориальных вод? Куда можно, грубо говоря, ходить или нельзя? Я кажу, є умовна лінія, яку росіяни нібито провели і поставили перед фактом українську сторону. Вона фактично поділяє пополам. Якщо ми візьмемо Крим і західну частину, то це фактично пополам поділена північно-західна частина Чорного моря. І це, звичайно, незаконно все, але вони вважають, що це їх води,
от, і не допускають нас. Сьогодні також попали і наші бурові платформи, Чорноморнефтегаза і такі інші. Понятно. Спасибо большое. Сотрудник Государственной экологической инспекции Украины Василий Каратецкий был с нами на связи в эфире радио «Крым Реалии». Новости в эфире радио «Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. ЕС рассмотрит новые санкции против России за выборов в Крыму. Крымский адвокат навестил Абдуллаева в СИЗО Симферополя. И Adidas удалила со своего сайта продукцию с советской символикой. Сейчас подробнее. Комитет постоянных представителей 28 стран-членов Евросоюза рассмотрит дополнительные санкции против России за выборов президента России в аннексированном ею Крыму. Об этом говорится в повестке дня предстоящей встречи, опубликованной на сайте Совета ЕС. Комитет намерен рассмотреть внесение новых позиций в список санкций в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя, говорится в документе. Если постпреды стран-членов ЕС согласуют введение этих санкций в отношении России, их решение затем должно быть одобрено Советом ЕС. Крымский адвокат Мамед Мамбетов навестил фигуранта симферопольского дела Хизбут Тахрир Узыра Абдуллаева в СИЗО Симферополя. Цитирую: «В этот раз он выглядел получше, чем 3 мая. Опухоль на ноге немного начала сходить. Узыр поблагодарил всех за неравнодушие и передал огромный привет». Конец цитаты. По его словам, улучшение состояния здоровья Абдуллаева никак не связано с оказанием ему медицинской помощи. Международная команда расследователей Bellingcat установила личности 9 офицеров России, в том числе генерала, 2 полковников и 3 подполковников, которые принимали непосредственное участие в обстреле из реактивных систем залпового огня Мариуполя 24 января 2015 года. Расследование опубликовано на сайте Bellingcat. Алло, я Олег Григорьевич. Да. Что-то сбила связь. Да. Ну что, как дела-то? Нормально? Да ничего, нормально. На минометчике там поработают. Ну, нормально. В целом спокойно. Расследование стало возможным благодаря доступу к аудио и видеоданным, подаваемым украинской властью в Международный суд ООН. Компания Adidas удалила со своего сайта коллекцию спортивной одежды с изображением герба Советского Союза и надписями USSI. Поисковые запросы по сайту компании больше не выдают продукцию с советской символикой, пишет Укринформ. Adidas создала к чемпионату мира по футболу в России женское платье, на котором демонстрируется герб Советского Союза и надпись на английском СССР. Фирма также предлагала купить мужскую футболку с советской символикой. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 20-22, дожди в районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 19, ожидаются осадки. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Заходите на наш сайт, смотрите, слушайте сюжеты, читайте последние новости и звоните в эфир по телефону 8 810 06 926. Бесплатно это номер для жителей Крыма, 044 490 2905 для жителей материковой части Украины. Помните, что нам важно ваше мнение. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, как в аннексированном Крыму отметили весенний крымско-татарский праздник Хыдырлес. Поговорим о том, какой это праздник, ну и с какой целью подконтрольные Кремлю власти полуострова начали политизировать этот день. Намеренно ли российское руководство Крыма, организовало в Бахчисарае массовые гуляния на том месте, где в мае 2016 года похитили крымского татарина Эрвина Ибрагимова. Про это поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором мы знаем, как отмечали подконтрольные Кремлю власти праздник Хыдырлес в Бахчисарае.
Крым в центре внимания. В первую очередь это праздник весны. Этот праздник объединяет всех татар в одном месте. Мы все очень радуемся, веселимся. Танцы, угощения блюдами крымско-татарской кухни, борьба на поясах. Так в аннексированном Крыму 5 мая отметили Хыдырлез. На праздник пришел и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Именно под его патронатом в этом году и проводится мероприятие. Это праздник, который направлен на сохранение культуры, традиций, самобытности крымско-татарского народа. Но сегодня вы видите, что здесь у нас все крымчане, всех национальностей. На самом деле это объединяющее мероприятие, которое с каждым годом набирает обороты. После российской аннексии полуострова каждый год ведутся обсуждения, стоит ли крымским татарам участвовать в празднике, который организовывает подконтрольные Кремлю крымские власти. В 2014 году лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев выступил против проведения праздника. Он объяснил, с помощью Хыдырлеза российские власти хотят показать, что крымские татары якобы подружились с семьей российских народов. До аннексии Джемилев выполнял одну из самых почетных традиций весеннего праздника – выкатывал колокай. Это традиционный хлебец, на котором гадают о будущем урожае. В этом году Хыдырлез провели в Бахчисарае. Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек рассказывал крымским журналистам, главное в празднике – дух единства. Праздник, он стал объединительным не только для крымских татар, но и для всех крымчан. Вы же видите, люди разных национальностей пришли поздравить крымских татар, совместно порадоваться и воспользоваться вот этим праздником для того, чтобы увидеть, услышать друг друга. Ну и взаимопроникновение культур – это очень важно. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Искандер Белялов в свою очередь заявил, для Крыма важны любые праздники. С каждым годом, вот после 2014 года мы видим, с каждым годом людей все больше интересные программы. Я бы сказал, праздник этот, какой бы ни был праздник, он сплачивает людей. Хыдырлез – праздник щедрого урожая, который веками отмечали по окончании полевых работ и отгона скота на летнее пастбища. Появление первого колоска на поле считается знаком того, что пора начинать народное гуляние. Название праздника происходит от имен исламских пророков – Хыдыра и Ильяса. По преданию, именно они круглый год оберегают людей по всему миру. Крым в центре внимания. Продолжается эфир радио Крым Реалии, микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о праздновании Хыдырлезы в Крыму и на материке. Я напомню, что этот праздник урожая в этом году организовали на том месте, где похитили крымско-татарского активиста в 2016 году Рвина Ибрагимова. Об этом сообщал корреспондент Крым Реалий. Ну и в этом году крымские власти заявили, что особенный праздник, потому что в этом году символом праздника стала большая, гигантская женская феска. А в прошлом году это был огромный чебурек. Как праздновали Хыдырлез в Крыму в этом году, узнаем у делегата Курултая крымско-татарского народа Сития Казакова. Доброе утро. Сития Казакова. Казакова, прошу прощения. Прошу прощения. Доброе утро. Как его праздновали в Крыму, я не знаю, потому что нахожусь в Киеве. Но в Киеве он прошел замечательно, потому что были артисты из Крыма, артисты из Мелитополя, из Геническа, Новоалексеевки, которые показали высокий класс, и люди очень порадовались этому празднику в Киеве. Организован он был Крымско-татарским фондом культурного наследия, благотворительным фондом «Небесная сотня», громадской организации «Родины Небесные сотни». И организация прошла на хорошем уровне, Хыдырлеза, я имею в виду, прошла на хорошем уровне, люди довольны. А в Крыму не могу сказать, у меня просто по разговорам моих близких, которые не ходили на этот праздник, у них были определенные, видимо, причины свои, и которые и морального характера то же самое. Вот так. Местные власти заявили, что на Хыдырлез пришло 55 тысяч человек, а местные жители Бахчисарая в том числе, на фото и в социальных сетях говорят, что эта цифра значительно меньше, особенно если сравнивать с прошедшими годами, когда Хыдырлез проведение этого праздника организовывал Меджлис крымско-татарского народа. На ваш взгляд, сколько людей там могло быть?
Ну, дело в том, что самый большой праздник Хадерлес проходил в 2013 году, это было. Когда Джамала была как раз хедлайнером этого фестиваля. Да. Вот это был самый большой на весь Крым с 1988 года, самый большой Хадерлес. Остальные, они были всегда локальные и не такие общенациональные, как это было в 2013 году. Это было масштабно. После этого таких хадерлезов, естественно, не было. И то, что сейчас показывают картинку в Крыму, это, конечно, пропаганда и не имеет ничего общего с реальностью. Есть ли информация о том, шли ли люди на этот праздник добровольно? Возможно, была информация о том, что членов детских коллективов, например, настойчиво просили, скажем так, да, прийти на празднование, либо какие-то еще моменты, где людей заставляли это сделать? Я вам скажу, мы в 2014 году с фольклорной школы Алуштинской должны были выступать на Хадерлезе, это был 2014 год, но родители отказались, потому что это, хотели проводить власти, так скажем, новые власти Крыма. И родители не захотели, и нам пришлось сделать праздник локально самим, чтобы дети выступили, потому что это для ребенка очень важно. И в этом году получилось, в принципе, точно так же. Не знаю, уговаривали ли руководители художественных коллективов и творческих групп выступить на этом большом, в кавычках, Курултай, Курултай, говорю, Хадерлезе. Но у нас в Алуше, например, в этом году, вот мои друзья сообщили, что они собирались на традиционном месте, это Азизлер возле села Корбек в Алуште, и проводили сами Хадерлес. И так было по всему Крыму. Люди собирались все равно на этот праздник возле своих сел. И отмечали его сами, в любом случае отмечая, но не приходя на официальное. Да. Ну, я скажу вам, так случилось, что с приходом России в Крым еще почти 2,5 века назад пошатнулись устои, моральные устои крымско-татарского народа, и все это привнесла Россия. Поэтому вот люди, видимо, еще так генетическая память настолько сильна, что они до сих пор помнят эти обиды и не могут переступить через себя в память своих предков. А известно ли вам о ситуации, которая разошлась также в соцсетях и в СМИ, о истории девочки, которая победила на конкурсе танцев, должна была ехать выступать на праздник в Бахчисарае, но ее не отпустили родители? Ну вот это то же самое, о чем я говорил. Это именно эта ситуация, да? Это ситуация, потому что родители понимают, что ребенку развиваться надо, но не могут поддержать то общество, в котором они сейчас живут вокруг. Но не знаю, конечно, это очень сложный вопрос, и это вопрос развития детей, а дети — это самое главное в нашей жизни. И надо находить какие-то не компромиссы, а какие-то способы для развития своего ребенка. Если человек не хочет, чтобы он выступал в программах под российскими флагами, ему надо найти ту форму, чтобы ребенок все-таки развивался и в среде своего народа хотя бы имел возможность показать свое искусство. Крымские чиновники, провластные СМИ активно делились репортажами, сообщениями с празднования Хадерлеза в Бахчисарае. Сергей Аксенов цитировал Гаспринского. И, кстати, не знаю, правдивая ли была эта цитата о народах России, идущих рука об руку. И как вы считаете, для чего и политизирован ли сейчас этот день в Крыму? Ну, это естественно, что он политизирован. Раньше такое внимание, вы же не видели вообще при Украине внимания такого к нашим праздникам. Мы сами их делали, сами вкладывали деньги, наши бизнесмены, сами находили творческие коллективы, которые мы все это делали почти бесплатно на энтузиазме. А сейчас вкладывают огромнейшие деньги
для того, чтобы показать картинку. Ну это эффекта не будет иметь. Наш народ не купится на эту дешевую такую пропаганду. Однако информации в СМИ было много, да, были синхроны с крымскими татарами, которые приветствовали власть. И считаете ли вы, что вот эта политика да, просвещения условного и политизации праздника успешна? Ну, я должен сказать, что пропаганда бывает и успешной тоже, я вам скажу. Почему? Потому что у каждого чиновника, крымского татарина, который работает на ту власть, сейчас есть родственники или кто-то. Вот меня несколько раз эти каналы просили дать интервью и так далее. Я не могу этого сделать, не могу переступить через себя, через свои моральные принципы. Другие люди, для того, чтобы поддержать своего родственника-чиновника, и чтобы он не потерял работу там или какие-то не были накладки на работе, они идут на это, дают интервью. Я просто знаю несколько наших людей искусства, которых вот до сих пор уже 3-й год терроризирует тем, что они обязаны дать интервью на пророссийском этом канале «Милет» для того, чтобы показать свою лояльность властям. А они до сих пор держатся. Это вообще-то, честно говоря, моральное давление, это очень сложно, но люди стараются его выдержать. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был делегат Курултая крымско-татарского народа Ситья Казаков, и мы говорили о праздновании Хыдырлеза в Крыму и Киеве. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о 2 разных праздниках отмечания Хыдырлеза в Крыму и на материке. С нами на связи Гульнара Абдулаева, крымский историк. Доброе утро, Гульнара. Доброе утро. А какая разница была, на ваш взгляд, значительная, да, или основная между празднованиями в аннексированном Крыму Хыдырлеза и в Киеве? Как можно сказать, разница. Для меня, например, не является этот праздник, который является языческим на самом деле. И сегодня, можно сказать, те люди, которые сегодня в оккупированном Крыму проводят и инициируют проведение якобы такого праздника, они правы только в одном, когда заявляют, что это не крымско-татарский праздник, что это международный праздник. И мы сегодня наблюдаем, действительно, это международный праздник, потому что на Хыдырлезе в этом году были все, кроме крымских татар. По сути, там единицы были крымских татар, а остальные это были и представители Средней Азии, Северного Кавказа. То есть в этом можно с ними согласиться, что это международный праздник, на который, в общем-то, свозились. Это делалось умышленно, чтобы показать масштабность, преувеличенное число, количество людей, которые якобы пришли на этот праздник. Тем более территорию окопали рвом, наверное, для того, чтобы люди оттуда просто не ушли, наверное. Вот. И все это делается умышленно, все это делается для создания такой некой истории, такого фундамента, на котором в будущем базировались. Что касается в Киеве, на материке, который мы наблюдаем, проводились ли эти праздники здесь и проводились ли в этом году, на самом деле это не является каким-то определенным праздником. Да? Если люди собираются, это как бы бар Топлашов, это как-то весеннее собрание людей, вот, например, как это было в Пирогово, это не говорилось, что это под эгидой Хыдырлеза проводится на материке. Это просто вот крымские татары собираются в определенный день, и это общение между собой и тому подобное. Вот. То есть здесь таких массовых, конечно, праздников нет, и мы сегодня видели, тоже наблюдали, что вот как раз-таки на выходные дни это больше инициировал КМДА, то есть это даже не инициировал ни Меджлис, ни какие-либо другие крымско-татарские организации. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь, конечно же, нужно говорить об истоках этого праздника, что это все-таки языческий праздник. Вот вы как раз
раз предваряйте мой вопрос. Хотела у вас уточнить, да, насколько традиционен этот праздник для крымско-татарского народа, когда стали отмечать, и что все-таки он несет, основной посыл его каков? Мне сложно сказать, когда именно начали отмечать, так как есть информация, что как раз-таки его возродили после, большевики возродили, чтобы были новые праздники у крымских татар. И мусульмане, крымские татары особо, в общем-то, никогда и не праздновали этот праздник, тем более так масштабно. Почему-то сегодня оккупанты не проводят вместо Хадырлеза, да, они не проводят, а Уразу Байрам не отмечают, также не Курбан Байрам, а почему-то именно Хадырлез. Для них прям этот праздник самый идеальный, наверное. Потому что он касается различного рода, да, как вы сказали, представителей разных народов. Да, хотя изначально позиционировался, что это крымско-татарский праздник, но сегодня они позиционируют его, как я уже повторюсь, скажу, как международный. Пусть для них это останется международным, наверное, праздником, а не крымско-татарским. Поэтому сложно сказать, насколько для крымских татар имеет масштабность этот праздник и сегодня, и в период государственности крымских татар, и уже в постсоветское время. Поэтому это не было таким масштабным. Я не помню, чтобы когда-то там люди масштабно его отмечали. Да, конечно, были собрания, собирались на природе, но опять-таки это даже не то, чтобы Хадырлез, это просто собраться, весна, наступила весна, просто общение на природе, выезд на природу в основном подразумевался. А легенда о Хадыре Ильясе, которая лежит в основе этого праздника, она традиционная, да, для крымских татар? Она имеет языческие корни. То есть она была еще до ислама на Крымском полуострове среди потомков крымских татар. Это доисламская традиция. Поэтому, да, легенда существует, но не более того. То есть, на ваш взгляд, сейчас этот праздник используется для политизации, да, этого дня и для рассказа о том, что в Крыму все прекрасно и народы живут в мире, как об этом написал, например, Сергей Аксенов в соцсетях. В мире все прекрасно, мы не замечаем никаких проблем, мы не замечаем ни арестов, мы не замечаем ни судов, мы не замечаем, что люди умирают уже в СИЗО, что люди крадут, что людей арестовывают на улице, что люди не могут высказать свою точку зрения, зато мы проводим праздники. Но мы и 18 мая уже хотим сделать праздниками, то есть там на полуострове, да, как многие там уже представители казачества говорят об этом. То есть все делается для того, чтобы показать красивую картинку счастливой жизни на полуострове и среди крымских татар, как они счастливы, когда пришли оккупанты. А вы наверняка смотрели видео, да, с этого праздника. На ваш взгляд, сколько же там всего же людей было? Потому что заявление о 55 тысячах у крымчан вызывает, конечно, недоумение. Конечно, преувеличено, и там не более 5, а то около 2-3 тысяч было. Это же видно прекрасно, когда показывают видео с квадрокоптера, и видно, сколько на самом деле людей. Потом мы прекрасно понимаем политику сегодняшних оккупантов. Они собирают людей насильно, они сгоняют туда насильно. То есть там было в своей массе, я же говорю, опять-таки, в процентном соотношении крымских татар гораздо меньше, нежели других гостей, которые присутствовали на этом якобы празднике. Как вы считаете, то, что этот праздник провели именно на том месте, где похитили Эрвина Ибрагимова, было намеренно сделано, либо случайно? На мой взгляд, это намеренно, потому что нужно было все-таки показать, что никакой ситуации с Эрвином не случилось, все нормально, и как будто этого похищения не было. На мой взгляд, это умышленно сделали. Умышленно, психологически, опять-таки, это повлиять угнетающие на родителей, которые буквально напротив живут и в окна видели этот праздник на том самом месте, где их сын пропал. Его похитили, да. Это все делалось настолько цинично, наверное, нет такой страны и такого народа в мире, который бы проводил настолько циничные вещи, как это делается в России, и как это делается оккупантами. То есть я считаю, что это все делалось умышленно и не просто так. В Бахчисарае много других мест, где можно было провести этот якобы праздник. Поэтому...
У многих жителей Крыма недовольство вызвало, о чем они писали в соцсетях, то, что какая-то внешняя атрибутика, да, приписывается крымским татарам условно. Например, в прошлом году был символом Хадырлеза огромный чебурек, что тоже не особо порадовало местных. В этом году это гигантская женская феска. Вот вы считаете, использование этих символов является нормальным, либо это действительно какая-то примитивизация крымских татар? И примитивизация это тоже, но на самом деле у оккупантов нету фундамента создать свою историю. И они на этом пытаются сейчас создать такую то, чего нет, мы напишем, да. И они сейчас пытаются писать свою определенную историю, придумывают разные символы, извращают все. То есть новое что-то насаждают, что вообще неприемлемо для крымских татар. Поэтому я не знаю, что уже ожидать на будущий год, какой символ они придумают на будущий год, что у них там в головах вообще творится. Поэтому, конечно же, ничего хорошего ожидать не приходится. И опять-таки нам пишут новую историю, опять вливают очередную порцию лжи, и в общем-то, чтобы представить историю крымских татар такую, какая она есть. То есть я считаю, что вы правы, когда говорите о примитивизме. То есть по-другому это никак нельзя объяснить. И вы неоднократно сказали, да, что сгоняли людей, собственно, вы знаете, да, конкретные истории такого? То есть... Да, конкретные истории именно и студентов с вуза, тот же самый КИПУ, это буквально и преподавателей. Это делалось и на Хадырлез, к сожалению, это делается сейчас и к 9 мая, потому что это буквально вплоть до увольнения, буквально по спискам, по подписке, чтобы каждый явился. Это делается умышленно, и это делается на протяжении уже почти 4 лет оккупации. И мы это наблюдали не раз. И когда люди не хотят, их туда просто сгоняют. Потому что люди вынуждены, они боятся лишиться работы. Да, это не те люди, которые в госструктурах, конечно же, работают, то есть это тоже госструктуры, но я не считаю, что медики и преподаватели должны страдать от этого, да, если мы знаем, что кто-то на госструктурах работает, не приносит пользу, то эта часть населения, эта прослойка, конечно же, приносит пользу своему населению. И поэтому они вынуждены идти, мы сегодня не можем их осуждать. Естественно, есть такие случаи, и конкретные мои родственники, знакомые, которые вынуждены были отмечаться, но не присутствовать, а потом уходить. Я просто не могу, конечно же, говорить много, поэтому в силу того, что там в Крыму очень много живут людей, близких мне, чтобы они не пострадали. Но на самом деле принуждение, естественно, есть. Но как мы видим на Хадырлезе, как бы не принуждали, а людей все равно среди крымских татар было не так много. Поэтому здесь мы, естественно, и не только здесь, там в Крыму мы отслеживаем всех практически, кто был. Мы знаем в лицо многих, кто был, кого не было. Поэтому я не сомневаюсь, что, несмотря на все эти запреты и подписки о том, что вынуждено приходить туда, люди все равно не идут, и это радует. И вы отметили, что Меджлис решил, да, не принимать активное участие в организациях Хадырлеза в Киеве в этом году. А с чем это связано, на ваш взгляд? Если мы бойкотируем Хадырлез в Крыму, то мы должны его бойкотировать и на материке. То есть это даже не бойкот, это просто не придают этого особого значения. В общем-то, в принципе, не считают проводить масштабные какие-то мероприятия, связанные именно с этим праздником. А для популяризации крымских татар это возможно в этом плане использовать такие? Для популяризации крымских татар можно делать дни крымских татар, можно проводить не только другие национальные праздники, религиозные праздники. Поэтому, в данном случае Хадырлез нам уже извратили. Извратили это оккупанты. Поэтому именно с этим праздником, конечно, уже у нас такая печальная страница в истории открылась. Как на мой взгляд. Не знаю, насколько это потом восстановится после деоккупации, но сейчас это очень многих коробит просто этот момент, и естественно, что не то чтобы бойкотировать, а просто не проводить этого праздника и
призывать людей в Крыму не идти туда, и, соответственно, что и на материке тоже не проводить. Спасибо большое. Спасибо. Гульнара Абдуллаева, крымский историк, была на связи с нашей студией. Говорили о двух празднике, о том, как отмечали на этот праздник в Крыму и на материке. В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по номерам 8 810 06 926 044 490 29 05. Нам важно ваше мнение. Пишите в Твиттере. Вы можете предложить свои темы программ. Заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров. В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії. Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма Радіо Свобода. І ми сьогодні пропонуємо поговорити про ситуацію в Росії. Інаугурацію новообраного президента